Санитарное состояние реки Сунжи и ее прибрежной зоны – тема болезненная и, по всей видимости, трудно решаемая. Экологи бьют тревогу, параллельно проводят рейды, составляют протоколы, проводят с нарушителями профилактические беседы. Но стоит им немного ослабить контроль за местными, кстати, жителями, как в реке оказывается еще одна специально ими же отведенная канализационная труба. Вот результаты очередного рейда. Ната Евлоева с подробностями. Неприятный запах, грязная вода, насекомые и всюду разбросанный мусор. Вот реальная картина прибрежной зоны реки Сунжа. А ведь совсем недавно здесь можно было наблюдать, как в этой же реке плескается ребятня. Сейчас же через каждый метр в водную артерию выходит канализационная труба. Активное участие в загрязнении реки принимают, как ни странно, именно местные жители. Регулярные рейды экологов пока к желаемым результатам не приводят. Первым делом экологи отправились уже на свое, скажем, излюбленное место на улицу Речная. Там в прошлый раз выявили в одном месте сразу 3 нарушения, по которым был составлен протокол. Сегодняшняя проверка показала, что трубы наконец ликвидировали. Осталась одна, но из нее вытекает абсолютно чистая вода. Дальше хранители природы отправились в один из местных общепитов. Здесь хозяин старого ресторана под место утилизации мусора приспособил двор заведения. А это, конечно, факт полной антисанитарии. Хозяйка заведения утверждает, что мусор вывозится каждую неделю, а то, что мы видим сейчас, это халатное отношение к окружающей среде ее сменщицы. Если мы за мусор платим, если наш мусор выводит, зачем нам его сжечь? А чуть дальше экологов ждал еще один сюрприз. Прямо в реку от того же заведения выходит очередная канализационная труба. Поняв, что разъяснительными беседами и штрафами тут не обойтись, экологи вместе с местной администрацией решили ликвидировать канализационный сток. Не обошлось и без оформления протокола. Владельцам заведения придется также заплатить штраф. Да, алхоздуаш лахамажды, цар амелер цуножди, ханвей шоржич ашьякаят. Тади хсядаш юрта хачака турбаш хамаж метигди, же даяхар бус мнахди шаш хамаж дакаш. И вот еще одно нарушение, только уже в частном доме по улице Роза, Люксембург. Именно отсюда сточные воды прямиком попадают все в ту же несчастную реку. И вновь протокол. Хозяин дома обещал в кратчайшие сроки ликвидировать этот сток. А вот семья Тимирхановых за чистоту готова и побороться. Аминат рассказывает, что ночью на заднем дворе, прямо на берегу, постоянно сидят нетрезвые люди, смачно отдыхают. Оставляют после себя бутылки и прочий мусор, который собирают сами хозяева дома. Собираем каждый день цикл, постоянно дома что гулежи, ходя киртухжи, аншанс тяжла галеш гуля мусор, я халзла прицеп, це прицеп, а что тут стакуешь даю здесь доктор дакусиш. А кто их разбрасывает? Ай, алкаши там сидят, и днем сидят, и всю ночь до утра башку, за ними не уследишь. Нарушения зафиксированы, протоколы составлены, но это лишь полдела. Ситуацию не исправишь, пока не добавится сознательности у самих граждан. Каждый житель должен понимать, что подобные нарушения недопустимы по многим соображениям. Ведь недаром говорят, что чистота – это половина веры. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.